Саламатсыздарбы улуу кыргыз элим. Мен эстрада жанры боюнча Маданият министрлигиндеги мурунтан жогорку наамдарды алып келаткан жана эл артисти болуп алган ушу эстрадалык жанрлар боюнча бир тема козгогум келип атат да. Снова стою одна от любви своей улетаю. Бигимай, вас хвалят. А вы чувствуете конкуренцию? Конечно, чувствую. Да не чувствует она ничего. Да нет. Бигимай однозначно конкурентка всем нам. Она очень сильный игрок. А вы скажите, Бигимай, кто ваш конкурент здесь? Я до вчерашнего дня считала Кристину и Свету. До вчерашнего дня. Потому что вчера очень хорошо выступила Аня. Теперь мой конкурент Аня получается. Я вижу в Бигимай конкурента. Она всегда очень классно, уверенно поет. Знаете, конкуренция, я вообще ее обожаю. Это хороший мотор. Бигимай – темная лошадка нашего проекта. Человек-претендент на победу. Мне очень нравится позиция Бигимай. Что я крута уже, да, я готовый артист. У нее есть такой синдром звезды, что ли. Она реально понимает, что она лучше, она круче, и она очень талантливая. А можно вопрос задать? Да, конечно. Ты когда выходишь и поешь, ты для кого поешь? В первую очередь. Для зрителей пою. Для зрителей? Конечно. Потому что я хочу, чтобы они меня все время почему вы слушали. спрашиваете? Хочу вот этого. И мне Просто нравится, когда меня ощущение слушают. создается, что немножечко не для зрителей. Да серьезно. Иногда бывает настолько внутри атмосферно, что не надо вот так впрямую отдавать зрителям посыл, энергию. Вот Бигимай это есть. Уже то, что она стоит, достаточно фундаментально. И то, что она обращается, вот ей не нужно вот этого определенного большого напора. Лена, она очень такой колючий человечек. И, конечно, ей вот это вот такое благодарное такое состояние Бигимай ее очень раздражает. У нас с вами следующая такая интересная тема следующего шоу – это дуэты со звездами. Бий күндү вообще ырдай албаган, эстрада жанрын ички секретин түшүнбөгөн, жанагындай голосторго бөлүнгөн ырлар менен практика кылып окубаган, самодельный жанагындай продюсер аркылуу чыгып алган ырчылар бизде 80-90% да. Башка тармакта окуп эле анан кийин эстрада звездасы болуп чыгып албадыбы? Ошолор жөнүндө айткым келет да. Же өзү тыңгылыктуу ырдай албайт. Кто из вас хочет любую песню сейчас начать петь, и я буду исправлять ваши ошибки? Я хочу. Пожалуйста. Я решила у Ларисы Александровны спросить, как мне пробудить свой настоящий грудной голос. Что вы пели на прошлом туре? Все зависит от нас самих. Все зависит от нас. Я грудного не слышала, почему-то, да. А это надо развивать специальными распевками. С какой ноты вы начинаете распеваться? Вообще? Ля, малая октава. Вот на одной нотке ми, маме, ми, мому. Да, вот прям на одной этой ноте будем сейчас петь. Да, Поехали. Маме, ми, мому. Я же неоднократно встречала, как Лариса Александровна распевает своих студентов. И она меня сегодня распела. Я сегодня была ее студенткой. Потом уже с Ларисой Санной мы пели вместе. Я, конечно, по нутру больше солист. Но мне все равно очень нравится петь там 2, 3, 4 голосе. Это очень здорово, это очень красиво. Аплодируйте сами себе, девочки. Минордук эмне, мажордук эмне, ичиндеги пентатоника эчтекени окуган эмес. Дупта мындай айтканда 0. Ошондой ырчылар эл артисти наамына чейин жетип алган ырчылар бар да, мурунтанчы. Так надо очень аккуратно пользоваться своими мелизмами. Чему научились, в одной песне этого не покажешь. А вы все туда, как борщ. Где-то, может быть, я перебарщиваю там мелизмами, импровизацией. Каждый человек по-своему поет. А если вся песня звучит только в одних мелизмах, уже неинтересно, скучно становится. Начинаешь зевать. Например, Селин Дион.
великая артистка, потому что она очень технично владеет вот этой всей техникой, но она так вкусно ее употребляет, она не поет всю песню на мелизматике. Ну что, давайте, может быть, скороговорочку споем? Давайте. У меня заболела шея, вся челюсть заболела. Я думаю, я никогда так не делаю. Бедная. Она мало того, что не на своем языке. Смешно стало. Вот первая строчка вроде бы хорошо у меня получается, а вторая строчка... Вот теперь я вижу, где собака порылась. Девчонок заболела челюсть, язык, еще что-то. Если вы научитесь петь скороговорки в таком темпе, вам каждое слово будет по плечу. Ну, в общем, над всем нужно работать регулярно. Нету волшебной таблетки, не бывает. Собраться и выдать по полной. Желаю вам от всей души. Өзлері вообще эстрада жанрын түшінбейді. Талант бар, бирок билим жок да, түшүнүк жок. Анан бирок эл артисти да эмнегедир. Азыр ошондой ырчылардын бардыгы Бегимайды көрүп алып шок. Россиядагы жюрилер атактуу профессионал ырчылар, джазмен ырчылар. Лариса Долина мына джаз стилинде ырдап келген ырчы. Ошол таң калып мына азыр конкурстун алдыңкы орундарына чыкты. И атактуу Россиянын тетигин жогорку деңгээлде ырдаган профессионал ырчылар менен дуэт ырдап атат да. Как разделим песню? Начинаете вы? Ну, начну я. Напой чуть-чуть. На замерзших окнах. Выходя на сцену, понимаешь, что несешь ответственность не только за себя, да, за то, как ты сейчас поешь, сыграешь, а есть человек, у которого в этот момент как бы решается судьба, извините, пожалуйста. Начинаем красиво, заканчиваем как получится. Давай, разнесем. На замерзших окнах я рисую твой портрет, засыпая без тебя. Я на ночь оставляю свет карандашами в дневнике, прячу мысли о тебе. И ты еще не знаешь, что Москва слезам не верит. Но если ты заплачешь, я буду рядом, поверь мне. В этой песне есть сквозной метр. Тра-т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 а. Каждый глагол в припеве должен чеканиться, кричать, кричать. Я больше переживаю за то, как получится почувствовать артиста. Сердце как стекло, ранее глубоко, но его никто не слышит, даже если кричать, 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 кричать. Каленое сердце, как стекло, рано глубоко, но его никто не слышит, даже если кричать, 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 кричать. Пусть даже снег заметал, словно это зов, будет нелегко, но все равно продолжим стучать, 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 стучать. Ну согласитесь, «Царица и колдун» – отличное название для какой-нибудь доброй истории. Встречайте, Бегимай Турузбекова и Дмитрий Колдун. Сағызған ғанаң После 9 класса мама привела меня в музыкальное училище. Но жизнь так перевернулась, что я вынуждена была уйти в ресторан на заработки. Я потихоньку стала забывать про музыку. И однажды мы с семьей приехали в город, в Бишкек. Там караоке есть. Я про караоке не знала. Одну песню спела. На следующее утро я проснулась звездой. Я сейчас в Бишкеке известна, но для меня этого мало. Я хочу собирать стадион. Бегимая, ваш голос такой мощный и красивый, что кажется, будто передо мной настоящая царевна, способная покорить любую сцену. Вы меня не бойтесь, мы прекрасно выступим вместе.
Может, колдун полетела душа через край напролет. Говорят, хороша царевна живет. Колдун, да, Офигенно. точно, царевна. В первом куплете есть некоторые строчки. Ты живешь мечтами, но печальны глаза. Ты живешь мечтами, но печальные глаза. Я хотела стать царевной на сцене. Это у меня не получилось. Я буду петь сначала, Да, потом две строчки, потом две строчки, я, не получается. более, не Да. более. Перед номером отрепетируем, чтобы у нас все концовки Да, совпадали, да. чтобы мы как часы. У меня с Дмитрием очень хорошо получится. Мы эту песню конкретно сделаем. Вы поднимаете в конце там фразу, да? Ну, там за Да, пусть Дмитрий останется, а ты сильно тянешь. Все хорошо. Долго переживала, как я буду петь с артистом, с Дмитрием Колдуном. Он меня поддержит ли на сцене? Но он меня поддержал. У нас все хорошо получится. Песня «Царевна» — моя личная история. Я сейчас выйду на сцену и исполню эту песню отлично. Для того, чтобы я стала настоящей царицей. Долгими ночами время кажется пустым. Долгими ночами превращаю время в дым. Ты живешь мечтами, но печальные глаза. Ты должен сделать шаг, и больше ждать нельзя. Больше ждать уже нельзя. Полетела душа через край напролет. Говорят, хороша царевна живет. Над землей не спеша, мимо туч, мимо бед. Полетела душа, за нею на свет. Ты меня не бойся, я не буря, я колдун. Ты меня не бойся, я приехал за тобой. В каждом моем вдохе твое имя живет. Я знаю, кто ты есть, я знаю, что нас ждет. Точно знаю, что нас ждет. Полетела душа через край напролет. Говорят, хороша царевна живет. Над землей не спеша, мимо туч, мимо бед. Полетела душа, за нею на свет. Полетела душа через край напролет. Говорят, хороша царевна живет. Над землей не спеша, мимо туч, мимо бед. Полетела душа, за нею на свет. Царевна живет. Над землей не спеша, мимо туч, мимо бед. Полетела душа, за нею на свет. Здравствуйте. Вот это новости! Аплодисменты Спасибо. стоя! Я в шоке. Сегодня это впервые. Стоя, жюри хлопает. По-моему, это достойно аплодисментов жюри и нашему дуэту. Я сесть не могу. Это так круто. Пешком постою. Это пушка просто, пушка. Я хочу сказать, что у меня такое ощущение, что просто на сцене две звезды, и Бегимай вообще никакая не начинающая, но это просто, нереально. Я в шоке. Это произвело на меня впечатление. И самое главное, и колдун, и царица, все в одной песне. Как это? Эта песня уже знаменитая, известная? Или под этот проект сделали? Я не знаю, мы шли по коридору, стоит колдун.
С царицей. С царицей. Я говорю, хотите выйти спеть? Они говорят, ну а что нет, время В 2008 есть. году Время специально есть. для этого проекта написали. Абсолютно. Обалдеть. Это грандиозно. Я в восторге, я в шоке. Браво! Большая артистка, просто солистка, которая с опытом поет уже лет 200. Спасибо. Я бы что сделал? Я бы перевыпустил эту песню, Дим, серьезно. Ты в Киргизии станешь национальный герой, не только в Киргизии. Почему бы нет выпустить еще раз, знаешь, сделать ребрендинг? Это офигенно, просто вместе вы, это просто Очень, круто. Действительно, Вот реально. вы потрясающе вместе звучите. И я бы никогда бы не сказала, что Бигги Май не профессиональная исполнительница. Ощущение действительно, что она занимается всю жизнь только этим, ничем другим. Большой очень голос, очень объемный, звучащий одинаково плотно по всему диапазону, на всех, и вверху, и внизу. И ощущение, что голос безразмерный, что вообще можете все на свете. Просто удивительный дуэт. Когда Дима вышел на сцену, и я подумала, что, наверное, с ним будет трудно петь. И я боялась, что Дима перепоет. Как же тяжело бедной участнице, подумала я. Ну, а участие оказалась не бедной, оказалась царица. Для меня ваш вокал самый вообще, вот то, что мне по жизни приносит огромное удовольствие. Вот эта струна, сила в голосе. И я понимаю, что за этой силой стоит нежность, любовь. Спасибо вам огромное. И вы для меня сегодня царица, честно. Спасибо. Спасибо. Да, я в заключение что хочу сказать. Вот вы вышли, начали петь, и все мы тут... Мы так с Лерой смотрели друг на друга. Ничего себе! Вот это, вот мои ощущения такие. Вышла действительно вокалистка и артистка. А настоящая, вот, которая уже всю жизнь стоит на сцене, держится уверенно, получает огромное удовольствие от своего голоса, от того, что она делает. И, конечно же, зрительская любовь, посмотрите, она заслуженная. Все аплодировали с самого начала. Ну что, мои хорошие, теперь давайте оценим выступление. Хотя я так думаю... Давай возьмите каждый. Раз, два, три, четыре. 10! Ура! Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Уважаемые зрители, теперь оценка ваша. Спасибо вам огромное. Димочка, спасибо тебе огромное за помощь. Бигги Май, спасибо тебе за удовольствие предоставленное. Если бы я пел один, они бы не встали все. Точно могу сказать. Здесь, конечно, заслуга Бигги Май, и я желаю ей только удачи, чтобы не только вот сегодня, а вообще каждый раз, когда она выходила на сцену, и не только жюри, а вообще люди вставали и слушали это стоя. Маданият министрі Алтынбек Максутов мындай бир катуу агрессия менен айтмайын, эчтеке кылбай, мынтип кыйкырып айтпасаң булар эстерине келбейт. Кыргызстанды дүйнөгө ушундай уникалдуулук менен ушундай таланттуу калк экен деп таң калтырат. Ошол себептен азыр эгер акыл эси ордунда болсо министрдин намын берет да.